Расскажите нам немного о себе, как вы начали заниматься футболом. Живу в городе Сочи. Родители живут в Абхазии, вообще все родственники в Абхазии находятся. Играю профессионально в футбольном клубе «Химки», Московская область. На данный момент получили право выступать в первом дивизионе чемпионата России. У меня старший брат, на 3 года старше меня. Он тоже свое детство связан был с футболом и профессионально играл. Наверное, где-то повлияло, что старший брат все время разъезды, игры, тренировки, и все вот это под моим вниманием было. И в возрасте уже 9-10 лет я уже попал в спортивный футбольный класс в городе Майкоп. С тех пор уже связал свою жизнь с футболом. На ваш взгляд, какими особенностями обладает этот вид спорта и какими чертами должен обладать человек, чтобы стать хорошим футболистом? Спорт сам собой подразумевает какие-то качества, такие силу воли, дисциплину, самоотдачу, небоязнь принятия решений, скорость принятия решений. Очень много сочетаний таких. Когда вы выбрали профессию футболиста, как отнеслась ваша семья к этому? Выбрал профессию футболиста в 17 лет, 11 класс. Я когда заканчивал, меня пригласили в Краснодар 2000. Это первый мой профессиональный футбольный клуб. Родители полностью поддержали, вообще родители поддерживали во всем детей, и старшего брата, и младшую сестру. Я сам выбрал заниматься футболом, и полное доверие, полная поддержка со стороны родителей была, и по сей день поддерживают, и даже уже и горды тем, что сын занимается именно футболом. У вас есть какой-то любимый футболист в мировом футболе или любимая команда? Есть команда, которая мне очень симпатизирует, и не только мне, миллионам людей. Это футбольный клуб «Барселона». Тут уровень игры, то это вообще идея, которая присуща каталонцам. Она, конечно, вызывает восхищение. Конечно, мне интересно. А так, очень интересно наблюдать за разными грандами в мировом футболе, будь это Англия, будь это Испания, даже Португалия, Германия. Но очень много звезд в мировом футболе, очень много классных игроков, с которых можно брать пример и нужно брать пример. И кого-то выделять из мирового футбола нет, я даже не вправе, мне кажется. Потому что каждый игрок, он по-своему уникален. А в абхазском футболе, да, есть, и я рад, что мне удалось даже с некоторыми поиграть футболистами. Это Руслан Аджинджал, Беслан Аджинджал, Беслан Гублия. Это те люди, которые для меня являются авторитетом не только в футболе, но и как личности, как люди. Не могу не отметить и главного тренера Джуну Кварацхелия. Это очень с большой силой воли. Я рад, что в моей жизни есть такой главный тренер, настоящий главный тренер нашей спорта. Перейдем непосредственно к чемпионату. Когда вас пригласили, вы сразу согласились? Когда даже меня еще не пригласили, я уже сразу согласился. Первый чемпионат в Швеции мы принимали официальное участие. Тогда мы дошли до 1/8. А в этот раз, конечно, событие намного масштабнее, намного больше значения имеет. И я находился в расположении футбольного клуба «Химки». Со мной связалось руководство Федерации футбола Абхазии. После чего переговорили с генеральным директором футбольного клуба. Он пошел навстречу. И я приехал в расположение национальной сборной. У вашей команды или у вас лично есть какой-либо ритуал или традиция непосредственно перед игрой? Разного рода ритуалы присущи футболистам. Это нормально, наверное. Лично у меня, я в день игры стараюсь не только перед матчем, а на протяжении всего дня немножко меньше общаться. Вообще в день игры мне из дома никто не звонит. Мой телефон абсолютно не слышу ни сообщений, ни звонков. Это бывает большая редкость, когда очень что-то срочное нужно.
Стараюсь больше отдохнуть, почитать какие-нибудь книги. Вот, и чтобы, так скажем, коплю в себе энергию на вечерний предстоящий матч. Вы сказали, читаете книги. Расскажите, какую литературу предпочитаете? Литературу разную предпочитаю, но больше как-то... Сейчас, кстати, читаю историю Абхазии. Ну и параллельно книги по психологии мне нравятся. Джон Кехо «Подсознание может все». Эндрю Мэтьюс, так, из авторов, чтобы выделить кого-то. Почему психология? Потому что помогает, что ли, где-то в каких-то сложных ситуациях принять правильное решение. Ну и вообще чтение книг мне доставляет удовольствие. Даже сам запах бумаги, перелистывание страниц, тишина, спокойствие. Это полезно и, я думаю, и приятно. Какая игра этого чемпионата вам запомнилась больше всего? Каждая игра была важна. И этот чемпионат, он лично для меня имеет значение немного больше, чем просто спорт, просто футбол. Ну, чтобы выделить, конечно, последняя игра в серии пенальти, когда мы победили, она незабываемая, это просто фантастика. Мне уже 30 лет, и свою жизнь я футболу, можно сказать, посвятил и не жалею ни капли. Но ни в одном клубе таких эмоций, такой ответственности я не ощущал. И я безумно горд, что мне выпал шанс защищать цвета национальной сборной Республики Абхазия. Некоторые считают нашу победу на чемпионате неким чудом. Я считаю это закономерным. Вот вы как считаете? Конечно, после игры говорить легче, факт. Но могу сказать одно и с большой уверенностью. Каждый игрок и тренерский штаб ни на секунду не сомневался, что мы выиграем этот чемпионат. И все для этого делалось, абсолютно все. И весь быт, который мы проводили в гостинице, как мы готовились, как мы общались, как вот каждый день перед матчем, после матча. На самом деле такая атмосфера была, все ходим, общаемся, что-то занимаемся какими-то делами. Но в душе вот сидишь, что вечером будет бой, и мы его победим. Вы наблюдаете за играми подрастающего поколения футболистов? Каков их потенциал, на ваш взгляд? Конечно, я слежу за нашими не только футболистами, за всеми спортсменами. И хочу отметить, что у нас молодежь в Абхазии, у нас есть такая, я убежден, что есть дух победителя. И вот в каждом ребенке это есть. И очень много талантливых детишек, которым нужно, наверное, они как зернышки, которые прорастают, которых нужно оберегать, но и которым в дальнейшем нужно давать какой-то толчок. И у меня нет сомнений, что при определенных условиях в разных видах спорта дети Республики Абхазия могут добиваться самых больших высот. Какие у вас планы на будущее? Вы собираетесь переезжать в Абхазию? Однозначно могу ответить на этот вопрос, что придет время, я перееду в Абхазию. Сейчас я занимаюсь профессионально футболом. Сколько буду играть, не загадываю. И одному Богу известно сколько. Ну, мне нравится этот вид спорта. Я получаю огромное удовольствие от него. Он мне многое дал. И в плане даже и материальном, и эмоциональном. Но в дальнейшем, и мои родственники все знают, что Дима Ах будет жить на родине своей. А чем вы планируете заниматься здесь, в Абхазии? В планах много очень. И одна мечта даже есть, которую я верю, что я воплощу в жизнь. Уже более 5 лет, как я занимаюсь одним интересным проектом, связанным с развитием детского спорта. И у меня есть такая слабость к большому теннису. Наверное, если бы не футбол, я себя вижу именно в этом виде спорта.
Вы знаете, я где бы ни находился, если есть возможность поиграть в теннис большой, это сразу. У меня дома 4 ракетки. Стараюсь смотреть и турниры большого шлема, когда время позволяет. И есть, значит, в планах проект развития тенниса в Республике Абхазия. Вот. Я верю, что он воплотится в жизнь. Я знаю, что у нас много талантливых детей. Я сам лично и встречался, и видел этих детей. Хотел бы отметить, что наше государство уделяет вообще большое внимание развитию детского спорта, за что я очень сильно благодарен, и не только я. И хотел бы поблагодарить наше правительство как бы за это. Каков девиз жизни Дмитрия Ахба? Девиз один: идти только вперед, смотреть вперед и максимум брать из сегодняшнего дня.